С вами про 90-е годы. Важный момент, который я узнал и который, конечно, необходимо осветить. И за тапока стрим добрыкты, лайки тавикты, комментарии бышикты. За я, в общем-то, начну, наверное, сразу же, да, не дожидаясь, пока вы будете подключаться. Ладно, о чем хотел рассказать вам. Давайте я вначале расскажу немножко о себе, для того, чтобы вы вообще поняли мою мысль, да, что я хочу сказать. Ну, вы знаете, что я работал в бюджетных организациях, в РЦНТ работал на телевидении. Ну, это частные компании, конечно, коммерческие. Затем Чингамбоев, Самбена. Затем работал, ну, короче, вы, наверное, многие примерно понимаете, что такое вообще бюджетная организация. То есть это работа в государственном учреждении. Не госслужащие, а ну, бюджетники обычные, это кто работает в каких-нибудь государственных учреждениях, в школе, там, в больнице, в чем-то в таком. И понимаете, что бюджетники полностью зависят от государства и работают на эту систему. Ну, то есть ты работаешь на государстве, тебе платят зарплату. Ну, в принципе, это в любой стране, да, так. Но надо понимать, что в Рашке ты работаешь на... Зуртан в списке террористов попал со звездочкой. Да, видите, со мной стрим вышел, сразу попал в список террористов. Так что опасно со мной выходить. Ну, кстати, я про это тоже хотел сказать, что Зуртан, получается, мы с ним стрим же провели, и он как бы, получается, поддержал меня, да, мою точку зрения насчет иллюстрации и насчет того, что национализации и так далее, да. Ну, возможно, это вот реакция. Ну, конечно, может быть, скажете, много на себя беру и так далее, но давайте я буду так считать. Ладно. Террористическая, значит, статья, раз со звездочкой. Ладно, давайте про бюджетные организации поговорим. В общем, смотрите, мне эта вообще тема вызвала довольно бурную дискуссию в комментариях и по просмотрам, в принципе, нормально, ну, относительно нашего этого великого историка Хомутаева. Но я хочу эту тему продолжить дальше. Он там уже был, когда еще в Раше ему по 202, 82 судили. Понятно. Ладно. 228, наверное, а не 282. Давайте эту тему дальше продолжим. И вообще тема стрима называется, что в 90-е у бурят на самом деле не было выбора. Сейчас, в принципе, ситуация на самом деле не особо отличается, давайте честно вам скажем. И давайте исходить не из моих, как бы сказать, догадок, домыслов и так далее, да. Ну вот, некоторые пишут комментарии. Ну, в принципе, это справедливо, да, то, что он пишет. Вот у тебя, с одной стороны, справедливо, что вот якобы нет у тебя на руках документов, что вот там Хомутаев, допустим, агент КГБ. Как ты можешь это говорить, как ты можешь доказать? С другой стороны, смотрите, я же перестал про это вообще говорить, что-то обсуждать и так далее. Но, видите, то, что он в эфире с Уладаевым такие вещи говорит, это как бы... Сейчас вы поймете всю логику моего мышления. Ну, это не может быть просто так. Тем более, понимаете, сами подумайте, человек, который, ну, якобы всю жизнь занимался борьбой за национальное бурятское движение, в стримах говорит такие вещи. Этого не может быть. Это как бы ты перечеркиваешь все, что ты делал всю свою жизнь. Либо деменция началась у человека, либо вскрылась истинная сущность, либо
а, как сказать, выполняет задание. Я думаю, второе и третье. То есть истинная сущность и выполняет задание. Сейчас объясню почему. Смотрите, вот я не зря начал разговор наш про то, что я работал в бюджетной организации, да. И, соответственно, когда мы какие-то делали проекты, всегда, ну, если ты их письменно делаешь или, допустим, что-то снял, ты сперва, так как ты работаешь в бюджетной организации, отправляешь как бы своему начальству на утверждение. То есть человек смотрит, ну, вы, наверное, все прекрасно понимаете, да, может, кто не знаком со сферой СМИ, допустим. Ну, я-то работал там в СМИ, когда ты работаешь, ты, чтобы взять какое-нибудь интервью, да, у более-менее какого-то чиновника, да, ты обязательно должен с его пресс-службой согласовать его интервью. То есть ты вот на улице поймаешь какого-то чиновника, ты у него просто так не возьмешь интервью. Ты обязательно должен согласовывать. Понимаете? И всегда вот эта вся сфера каких-то публичных заявлений, она жестко контролируется, регламентируется. Поэтому это все не просто так. Соответственно, любой шаг, который ты делаешь в бюджетной организации, он всегда контролируется. И любая бюджетная организация, все равно они прекрасно отдают себе отчет, что они находятся под мониторингом, контролем правоохранительных органов, спецслужб и так далее. Да? И сейчас вы поймете логику моего мышления и логику тех вообще слов, которые я говорю, и почему я а, почему я говорю про это. Так, смотрите. Вот представьте, да, вы, наверное, сами, может быть, кто-то или знакомый работает в бюджетной сфере. Вот я, допустим, работал, да. Было у нас такое задание снять, по идее, один социальный ролик, но так вышло, что их наш замдиректора, ну, я думаю, он на самом деле, у нас, видите, два замдиректора было, я всегда удивлялся, зачем, думаю, двое. Я думаю, один у нас был именно по связям с этим, ну, как бы от спецслужбы, получается, там работал у нас, от органов, контролировал, потому что эта тема тоже, кстати, вот она будет более потом понятно, почему я про это говорю. Видите, у нас было еще издательство, получается, небольшое, да, в этом РЦНТ, там публикуются книги. Ну, соответственно, их должны же отсматривать, что там еще публикуется. Просто так нельзя же взять и опубликовать. Ладно. Вы сделаете, согласитесь сейчас со мной, что если ты работаешь в бюджетной организации, получаешь деньги от государства, ты согласовываешь все свои действия с государством. Это же верное утверждение? Это верное утверждение. Ты работаешь в системе. Да, это не система МВД, не госслужба, но тем не менее это бюджетная сфера. Ты работаешь по регламенту, ты не можешь выходить за рамки. Вот я работал, да, в РЦНТ, у меня было, я работал как главный специалист, ну, у нас там все главные специалисты были, ну, типа ставка чуть повыше, да, там не было ни одного человека, ни главного специалиста. Короче, нас в отделе было 5 человек, такой регламент. И у нас был свой начальник отдела. Потом у нас э, замдиректора было, директор и еще целое Министерство культуры. А я типа человек, который, ну, должен был якобы работать в сфере кино, но на самом деле меня запихнули в такую должность, где я просто работал с этими, помогал. Это на самом деле какая-то вообще непонятная должность была. Я думаю, единственное, почему меня туда позвали, чтобы Бурлов туда не залез и все. Ну, получается, меня тогда еще использовали в темную, получается так. А почему? Потому что я с ними, видите, зарубился, с этим Бурловым, когда он проект свой делал, «Альманах», где я под этот попал. Короче, видите, это такая какая-то длинная история, и благодаря этой истории я каким-то образом вот столкнулся с этим Бурловым. Ладно. В общем,
понятное дело, если ты работаешь на государство, ты берешь деньги у государства, ам, ты в системе, ты не можешь против этой системы без последствий говорить, да, ну, в крайнем случае, ну, не в крайнем случае, конечно, могут тебя и посадить, но в целом тебя как минимум могут уволить оттуда. Ну, потом, впоследствии я ушел оттуда, конечно. Почему? Потому что, по большому счету, там, видите, все было слишком зарегламентировано, зарегулировано, и тех вещей, которые я хотел сделать, ну, конечно, был определенный успех в чем? В том, что мы подали заявки, там эти организации получили деньги, и они действительно открыли свои кинотеатры, да. Но как таковое кино Бурятии, хотя, да, я способствовал тому, что питчинг был проведен, но все равно кино Бурятии, оно, ну, по сути, не развивалось, да. И по большому счету я говорю, это понимаете, короче, вот Бурлов назначен таким вот триггером, по большому счету, Цыденова, да, и, соответственно, всех его как бы подчиненных. То есть это, понимаете, это определенная такая как бы борьба идет кланов разных. То есть, понимаете, Бурлова давно закрыли, если бы у него не было бы покровителей. А меня в эту как бы схему запихали таким вот как бы дурачком, да, потому что я же не являюсь системным человеком, не являюсь их человеком. Но зато, как бы сказать, между мной и Бурловым вот этот вот конфликт перерос как бы в нашу, да, просто борьбу, а не борьбу его и ну, цыденовского аппарата, получается. А его покровитель, ну, как мне сказали, это Петров, генеральный прокурор. То есть их как бы отодвинули от власти, поставили вот этого Цыденова, и между ними противоречия есть. Ну как, они все равно, где-то есть противоречия, где-то они вместе работают и так далее. Ну это такая какая-то политическая возня, короче. Почему мне все это и не интересно? Потому что это люди прикрываются какими-то красивыми словами, но на самом деле каждый там свою борьбу ведет. Ладно. Теперь вернемся в 90-е годы, да, вернемся. Вот смотрите, я работал в системе, и в этой системе надо было каждый свой ролик, каждый свой какой-то проект писать и согласовывать его с начальством. У меня, как вы понимаете, только в одном РЦНТ было, получается, 4 начальника, да? Ну, чтобы вы понимали, как оно все двигалось. То есть есть начальник отдела, есть 2 замдиректора, есть директор, и потом еще идет целое Министерство культуры. То есть на самом деле что-то сделать было невозможно. Ну и в принципе и меня и не ставили для того, чтобы я на самом деле что-то делал. Я говорю, все это было, чтобы было противостояние с Бурловым, потому что он, как бы сказать, меня не взлюбил. Ну, видите, а как с ним произошел конфликт? Он как сказать, каким-то образом с администрацией, с мэрией натянул контакты и оттуда, видимо, деньги выбил, 400 тысяч, по-моему, на проведение мероприятия. И нас собрал 6 независимых, как бы сказать, ну, а кто-то и зависимый, наверное, режиссеров и студий, и сказал, что заплатит по 500 тысяч. Но, честно говоря, я думаю, он врал просто. Может быть, не, врал, скорее всего. Не было у него таких средств. То есть в сумме получается сколько? 3 миллиона он должен был, да? По 500 тысяч нам заплатят, и мы должны были снять 6 альманахов. Но в итоге, помните, я же рассказывал, что я попал под цензуру со своим проектом, и меня вообще выкинули. Но он мне заплатил, потому что я требовал от него, да, аванс 50 тысяч. И из-за вот этого потом аванса мы стали судиться с ним. То есть он на меня в мировой суд подал, и это уже после того, как я, получается, в это РЦНТ попал. Честно говоря, вообще зря я принял это приглашение туда, но вот как бы столкнулся с этой системой изнутри и с этим Бурловым. Из-за вот этих вот он 50 тысяч стал со мной судиться, и параллельно он судился еще с газетой «Номер 1», потому что они опубликовали о нем информацию, как он людей обманывал, кидал и так далее. В конце концов он проиграл, и то есть это из мирового суда уже пошло в районный суд, в Октябрьский.
И что самое смешное, это был параллельно два процесса. Получается, тот же самый судья, тот же самый кабинет, почти то же самое время. Сперва судился номер один, ну, у них был адвокат, и я как бы сам себя представлял. Ну, дело настолько смешное было, что мировой суд, что районный суд, конечно, поддержали меня. Ну, то есть там как бы состава никакого дела не было. То есть человек заплатил аванс, не выплатил до конца деньги, и все. И еще на меня, наоборот, подал в суд. Ну, ладно. Таким образом, вот, получается, таким образом я и схлестнулся с этим Буровым. Но я тогда и не предполагал, что за ним такие широкие связи, и что у него такая вот определенная задача, да, стоит, быть таким, как бы сказать, триггером, да. Иначе бы, я говорю, его давно бы закрыли, если бы за ним крыши никакой не было. Ну ладно, это фильм про Корею, бурят в Корее, да. Таким образом, я впервые, получается, может быть, не впервые, но вот так вот отчетливо столкнулся с этой вот политической, как бы, получается, борьбой. Ладно, теперь мы возвращаемся в 90-е годы. Смотрите, вы теперь поняли, да, что такое бюджетная организация, что такое работать на государство. Я недавно выяснил, что наш вот этот вот замечательный историк, который стал историком сколько, 47 лет, только начал, получается, образование свое получать, Хамутаев, в 90-е годы, вот его организация «Конгресс бурятского народа», она работала короче, он получал зарплату, получается, в комитете по межнациональным отношениям, Комнац, да, ну, кто, наверное, предполагает. Соответственно, вы представляете, что такое организация Комнац, да, комитет по межнациональным отношениям? Это та сфера, которая жестко регулируется, контролировалась всегда органами госбезопасности, КГБ, ФСБ. И, соответственно, Хамутаев, как бы сказать, ну, в лучшем случае он был бюджетником, если так сказать, но по большому счету он был госслужащим. И вообще, вероятнее всего, он до вот этой всей движухи работал в правительстве советником. То есть, понимаете, вот такой вот системный человек из правительства приходит и возглавляет еще и под крышей государства, под крышей ФСБ бурятское национальное движение. В лучшем случае это был контролируемый человек, который за это получал очень хорошую зарплату в Комнате. То есть, вы понимаете, ну, если, как бы сказать, его организация была, ну, как ООшка, да, типа такого. Ну, получается, он был директором этой ООшки и получал какие-то либо грантовые деньги, ну, либо просто зарплату, да. Я не знаю, как схема у них была выстроена, финансовая, оплаты у Комнаца и у этой вот его организации. Но все его труды, все книги, которые выходили под Конгрессом, они сверху шапка даже пишется сперва Комнац, комитет по межнациональным связям, потом уже Конгресс. То есть, понимаете, все вот эти вот книги, которые выходили, брошюры и так далее, да, они, конечно, проходили контроль. И, понимаете, он не мог... Понимаете, я сам работал в бюджетной сфере, да. Конечно, любой ты проект согласовываешь с своим начальством. Это как бы естественно, понимаете, это так не может быть. Ладно, ты частный ООшник, да, ИПшник, и то за ними там контроль, мониторинг есть. Но если ты, тем более, работаешь на государство, получаешь от него бабки, ты не можешь не согласовывать с начальством. А кто в Комнате был начальством? Понятное дело, что это сфера особого контроля всегда была. Ну, представляете, комитет по межнациональным отношениям. Вот сейчас вот вы попробуйте с ними там пообщаться. Понятно же, что там все голимые ФСБшники. Он не мог не взаимодействовать с ФСБ. Понимаете? Это просто входило в его должностные обязанности. А учитывая то, что он до этого был каким-то чиновником из правительства, то вероятнее всего, что он на эту работу просто был делегирован, назначен. То есть, понимаете, как вот в данный момент мы же видим, ну, тоже Фрираши, допустим, там, или еще кто-то. Ну, то есть, назначенные люди. Да он и сам до сих пор, получается, назначенный человек.
То есть, понимаете, в 90-е годы а, он, когда многие наши буряты не имели хорошей работы, зарплаты. Ну, вот сейчас вы простого обывателя себе включите, да, задержки по работе, невыплата зарплаты. а, Ну, очень большие проблемы были у людей. А у Хомутаева никогда проблем финансовых не было, потому что он от государства, от Комнаца а, хорошо спонсировался, он получал зарплату и сел на хорошее жирное место, да. То есть, по большому счету, можно сказать, что это был очень успешный чиновник. Почему? Почему его так хорошо кормили, спонсировали? Ну, потому что он занимался таким вот делом. Понимаете, смотрите, сами подумайте. В КГБ разве информации не было о том, что страна в кризисе и будет перестройка? Они это прекрасно все понимали. Вот сейчас вот смотрите за событиями. Ну, нормальным, объективным людям, которые немножко думают головой, понятно же, что будут какие-то потрясения. Они уже есть, да? Нельзя сказать, что ситуация с бензином, она нормальная, ситуация с отключением интернета, она нормальная. Все понимают, что что-то впереди будет. Вы думаете, Федеральная служба безопасности или Комитет госбезопасности, они заранее не планировали, не думали, как будут управлять, какие нарративы будут вкладывать? Любую свою какую-то деятельность они планируют заранее. На то это и есть служба безопасности, понимаете? Госбезопасность. То есть получается, что Хомутаев был спойлером, понимаете? Это вот то же самое, что сейчас Кармурза, Яшин и так далее. Ну и отчасти Соловьев, только бурятский. Он был назначен на эту должность со своим вот этим вот ООшкой, со своей, и просто сидел на бюджете, получал очень хорошую зарплату и согласовывал все свои действия с ФСБ. И, ну, смотрите, а как бы он, простой человек, мог бы в 90-е годы попасть туда, на такое хлебное, хорошее? Вот вы просто по-житейски теперь подумайте. В 90-е годы у людей ни работы не было, ни зарплаты. Люди выживали как могли. Кто бы мог попасть в те времена в Комнац, чтобы получать там охрененную зарплату, чтобы очень хорошо жить, чтобы кататься как сыр в масле? Мог бы это быть простой человек, какой-то вот рядовой какой-то гражданин, который где-то ходил там по улицам, и ему сказали, иди к нам. Ну, естественно, нет. Это был хорошо проверенный человек с какой-то, как бы сказать, ну, хорошо проверенный, зарекомендованный, а скорее всего, это был человек... Вот посмотрите просто, как у нас все делается, да? Не только у нас, а вообще по всей Рашке. Без блата можно вообще куда-то пролезть в какое-то хлебное место? Ну, конечно, нет. Всегда какие-то родственники или еще что-то, да, продвигают. А тогда что, по-другому, что ли, было? Тогда то же самое все и было. И эта система никогда и не менялась, по сути. Она как русским миром была внедрена, так она и до сих пор функционирует, потому что сам русский мир никуда не делся. Ну и, в принципе, это, как бы сказать, для человечества это естественно, да. Ну, то есть, если ты где-то работаешь, то все равно какие-то родственники или еще что-то там обращаются. То есть, Хомутаев на эту должность в Комнац он просто так не мог попасть. Вероятнее всего, его отец или дед в каких-то правительственных или в правоохранительных органах работал. И это человек, получается, которому система КГБ могла доверять. И поэтому его... Вот как, смотрите, у вот этого Венедиктова, да, «Эхо Москвы», или у Невзорова, дед КГБшник, да, высокий пост занимал. Поэтому сейчас вот Невзоров такой неприкасаемый сидит. И поэтому его на телевидении пустили в 90-х годах на вот эту передачу. И Венедиктова. Ну, понимаете, вот просто так никого туда, на такие хлебные места не нанимают. Понимаете? Не пускают. Тебя не пустят просто. И, соответственно, для канализации какого-то
Просто понимаете, система понимала, что впереди перестройка идет, что будут потрясения, и то, что вот эта вот энергия, которая сдерживалась, да, вот эта пружина, она распрямится, как бы, да, и буряты будут, ну, все равно вопросы встанут о независимости там и так далее, да, о репрессиях. Такие вещи все равно допускались системой, да, что что-то надо, какой-то воздух дать. И для этого строго регулируемо и были назначены такие люди, как Хомутаев, ну, как это Тархетен и так далее. То есть спойлеры, одним словом, просто спойлер. То же самое, что и сейчас. В ПАСЕ разве есть несогласованные с Арно и с Ходорковским люди? Ну, конечно, нету. И тот же самый Тузгар, кто его возглавляет-то? По сути, Хомутаев же тот же самый, который еще с 90-х годов спойлер. Понимаете? Ну, ничего не поменялось на самом деле, вообще ничего. Единственное, поменялось то, что интернет есть, и все. Остальное ничего не поменялось. И из-за этого, понимаете, почему он бюджетник, да, еще одно доказательство Хомутаев. То, что, понимаете, он ничего бесплатно и не делает. За эти 20 лет, пока он находился в эмиграции, если бы он действительно был такой борец там за бурятские дела и так далее, он бы, ну, какую-то преемственность бы делал, да, находил бы себе замену, учил бы людей, да, там, просвещал, YouTube-канал бы завел, что-то делал. Он ничего не делал. То есть он всегда работал только за деньги, за очень хорошие деньги. И, понимаете, он не имеет права. Вот он статью опубликовал, я статью нашел, которую, кстати, сейчас я смотрю, кто ее написал, Марина Суйдукова. То есть, понимаете, вот эти вот люди, они все между собой родственники, на самом деле, какие-то Суйдуковы и так далее. То есть, это чисто по-житейски всех понять можно. Они какую-то одну хлебную тему поймали, и на ней, вокруг нее как бы держится, крепится, понимаете, от бюджета они получают деньги. И им не важно, что, как бы сказать, они, ну, якобы там про бурятское национальное движение какое-то или еще что-то. Для них другой смысл важен. То, что они сидят на каком-то высокооплачиваемом месте, ну, хотя бы один родственник, и там они могут уже своих туда людей, родственников туда запихивать. И понимаете, кроме вот этих его родственников, да, каких-то земляков, вот та же самая Суйдукова, да, или Сайдукова, никто больше его и не пиарил никогда, этого Хомутая. Если так посмотрите, поищите про него информацию. Ну, к сожалению, видите, это нас наталкивает на другой вопрос, более широкий. Ну, вот так вот оно было, в общем, понимаете? То есть кто-то его пропихнул на это место, он был спойлером, получал хорошую зарплату. Ну, времена тяжелые были. Если так по-житейски, наверное, многие люди его поймут. Ну, что, типа, устроился на хорошее место, получал зарплату хорошую вовремя, очень хорошо жил. Плюс какой-то гуманитаркой там еще, да, банчил, зарабатывал на этом. Ну, то есть в 90-е годы он, короче, жил, как сыр в масле катался. Денег было, куры не клюют и так далее. Поэтому многие, наверное, ему бы и позавидовали, да, в те времена. Но то, что он был просто спойлером, сливал, канализировал все бурятское национальное движение, ну, это бесспорно. Для этого, понимаете, за это ему и платили деньги хорошие, этот комнац. Еще его потом в будущем используют для слива, получается, от отторжения Устюрдынского и Агинского. То есть они свою, когда задачу выполнили, была потом путинская мюнхенская речь в 2007-2008 году. И после этого их начали уже, ну, не знаю, в общем-то, мне кажется, им дали понять, что они на данный момент они свою роль выполнили, и они должны покинуть страну, потому что в будущем такие как бы люди даже номинально не нужны будут. И, ну, как видите, эхо, вот это все съехало же тоже в конце концов. Они не нужны будут здесь. И, возможно, их делегировали уже за границу. То есть они, как это, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. То есть они в 90-е нулевые были спойлерами национального движения, затем их просто отработали свою задачу, их, ну, как бы отправили. Но, как видите, система про них не забыла, их нормально там на Западе приняли, пристроили куда-то,
И видите, они до сих пор в строю все, что Дажо Дугаров, что это Дель Понте и так далее. Вот, кстати, Зуртан Халтаров про нее какую-то информацию нашел, то, что она себя признала этнической полькой. То есть, по большому счету, она, оказывается, не может представлять бурятское национальное движение, потому что она сама себя как бы признала всеми, видимо, Польши этнической полячкой. Ну вот, посмотрим, чем вся эта история кончится. Как-то так. Так. Поэтому, видите, ну, Худут, честно, вот я вам скажу, я писал это в своих постах, вы можете увидеть. Есть ли шанс вообще сейчас у бурятского народа получить действительно независимость? Вопрос большой. На самом деле все будет зависеть не от вот этих всех спойлеров, да, там Азия Раша, там, или Арно, или этот Тузгар, ну, это не важно. На самом деле все будет зависеть, даже если наши люди не обладают информацией, от самого народа, насколько сам народ стремится к этому. Понимаете, вот я, допустим, там со своей какой-то информацией или еще кто-то, ну, мы не можем ничего изменить, по сути. Мы можем просто это вам рассказать и все. А принимать решения будут сами люди, наши буряты. Как вы захотите, потому что, видите, кто-то же смог отойти в те времена. Они бы по возможности хотели всех оставить, да, Советский Союз. И украинцев, и Грузию, и страны Балтии. Но у них не получилось, потому что сам народ не хотел этого. Хотели отойти люди. Наши, к сожалению, видите, купились на вот эту вот, купились на вот этих спойлеров. Ну и я думаю, видите, к сожалению, вот если к обобщающему переходить, видите, наши люди, вот, ну если по тому же Хомутаеву судить, он, видите, даже свои труды-то пишет, он только про своих земляков пишет. И видите, в конце концов, вот это его нутро-то и вылезло, то, что он сам тройболист, по сути, по жизни. То есть он про Хори высказывается или еще что-то. Если бы он действительно был лидером национального бурятского движения, он бы себе никогда такие слова не позволил бы говорить. Тем более он там историк и так далее. Ну, якобы историк. Тоже непонятно, может быть, он просто этот статус как-то получил. Какие-то литературные негры вместо него. Ну, извиняюсь за это, да, ну, так называют. Литературные рабы, лучше так скажем. Литературные рабы за него, может быть, написали. И, ну, если он как бы был системным человеком, это вполне возможно и такое, да. То есть он получил этот статус для чего? С одной стороны, для того, чтобы обеспечить себе кейс в США. То есть, понимаете, почему, вот сами подумайте, почему человек уехал в США, якобы лидер бурятского национального движения, и позволяет себе высказывания про один из родов бурятских, трусами называть и так далее. Почему он поступает как тройболист? Для чего это нужно, если он себя называет лидером всего бурятского национального движения? Он же не называет себя там, допустим, я лидер своей деревни, да, там, или булагатского национального движения, или еще кого-то. Он называет себя всеобщего бурятского, но почему-то он занимается расколом. То есть я думаю, здесь, скорее всего, какие-то темы ему накидали, которые он говорит. Ну, либо он просто уже превратился полностью без согласования в какого-то просто полезного идиота, и его как бы нутро вот этого тройболиста вылезло. Понимаете, значит, у них, в их, как бы сказать, деревне или откуда он, такие вот темы проплывают. Я просто, видите, человек далекий от этих тем. Почему? Потому что я вырос вообще в городе, и, соответственно, у нас до определенного момента мы вообще не делились там по родам или еще что-то такое. То есть для меня это всегда как-то было неважно, понимаете. Тем более я еще и учился в школе, где там 50 на 50 было еще. То есть, ну, русских и бурят, да. То есть у нас как бы это вообще как-то сильно вообще не было. У нас тем более все в классе вообще всякие разные были там. И иркутские, или еще кто-то. И там и сонголы, и все на свете, короче. То есть у нас вообще такого не было никогда деления. Поэтому для меня это все, понимаете, вот это вот деление на рода до определенного момента вообще не играло никакой роли. Ну и не играет. Я просто имею в виду, что я не рос в какой-то такой сфере, где вот только мои земляки и все. И мы вот остальные какие-то рода там сидим и говорим, вот они такие сякие, да. То есть, ну вот у нас такого вообще не было в детстве моем. То есть, что мы как-то там делим и так далее.
И я это, понимаете, никогда сильно не сталкивался, не замечал, но потом понял, что оно очень сильно присутствует. Понимаете, даже вот такие вот люди, как этот Хамутаев, который себя зовет лидером национального бурятского движения, но он, к сожалению, вот такой вот сам по жизни оказался человеком, ну, просто трайбалистом, который вот сидит, вот, понимаете, он уже в США находится, и он до сих пор вот, как сказать, делит там на булагатов, на хори, еще кого-то. Нас так мало, да, он до сих пор занимается этим вещами, понимаете. Но это настолько просто кажется нелепо и смешно, и в то же время это полностью отвечает э, политике ФСБ, то есть разделяя власть, понимаете, вот что печально. Когда вот такой вот человек сам по жизни оказывается таким, да, когда он сидит там, проходит что-то базарь. Да, это печально, конечно. И понимаете, что это, о чем из этого, какой можно вывод сделать? Из этого можно сделать вывод, что тогда в прошлом действительно наши рода, ну, не были все вместе, мы не жили, да, вот как единое государство. У нас была конфедерация, получается, разных родов. Но мы вот, да, там кочевали рядом и так далее. Но, понимаете, даже вот когда война была, все по-разному воевали с русскими, с оккупацией с этой. И там еще и маньчжуры были, какие-то другие свои проблемы были. Там еще и гражданская война между халхами там и этими была, айратами, да, джунгарами. То есть там вообще проблем куча было, помимо этих русских, да. То есть на тот момент, может, никто и не думал, что вот так все обернется с этими русскими. И я говорю, по-разному все воевали. Но почему-то он, Хамутаев, это обвиняет только Хори в том, что вот такая вот. Ну, я думаю, он просто выполняет заказ ФСБ, да и все. И какие-то, видимо, их стереотипы, которые у них там в селе есть. Вот он про это. Ну, понимаете, это какой-то в глубине души, в своих мозгах он так и остался каким-то человеком из деревни, который вот со своими стереотипами живет. И еще пишет книги про своих родственников, там, и земляков и так далее. И прикрывается при этом всебурятским каким-то лидером национального движения. Хотя он по большому счету не таким уж авторитетом-то и не является. Кроме его земляков, родственников, его никто и не трясет, по сути. Та же Сайдуку, получается, про него пишет и сильно... Ну, где он еще выступает? Кто его там приглашает? Ладно. Это, к сожалению, понимаете, я еще откуда вот эту фишку тоже хорошо знаю. Я же, когда на ТВ работал, телеканал был такой «Мир Бурятии», мы там часто снимали всякие концерты. Я ездил концерты снимать. Ну, это работа очень легкая, на самом деле. Просто ставишь камеру, несколько ракурсов, и снимаешь какой-нибудь концерт. И понимаете, вот у нас все наши звезды по какому принципу, короче, там набирает зал. То есть, ну, многие там выходцы как бы из села, получается, и вот эти вот главы районов, получается, ну, в основном стараются, чтобы заполнить зал, ну, если это, конечно, не касается, там, допустим, таких, как Бадмаханда, там, или еще какие, ну, таких прям очень известных, да. Ну, такие малые, не то, что малоизвестные, а ну, не тот калибр, в общем, да, как Бадмаханда, допустим. Все равно они стараются привести каких-то своих земляков или еще что-то. То есть у наших, к сожалению, понимаете, до сих пор такое мировоззрение наших бурятов, что вот только вот надо своих как-то земляков проталкивать, да, и что-то такое. Ну, оно, к сожалению, есть же, да, вот. Поэтому, видите, я думаю, на данном этапе нам надо как-то признать, наверное, да, что у нас вот эта проблема с этим есть. То, что мы вот не пытаемся решать все бурятские проблемы, а вот каждый какого-то своего там села, землячества или что-то такое, да, рода своего. Но это надо, понимаете, мы уже разъехались даже по разным странам. Теперь-то что там, да и в Улан-Удэ этого смысла не было от этого никакого, только своих куда-то тянуть. Понимаете, это вот пережиток каких-то вот, ну, вот этой ФСБшной, КГБшной системы, которая вот и делила нас. И понимаете, это настолько вот хорошо она с этим справлялась на самом деле, да, КГБ, ФСБ. И до сих пор работает, к сожалению. Понимаете, ну, надо что-то с этим делать, надо этот вопрос все равно поднимать, обсуждать, что, ну вот, хватит нам делиться, да. Ну, нас мало очень. Ну, мы просто, если вот будем каждое свое там село или род тянуть, ну, мы не сможем вообще ничего сделать. Никакой независимости нам никогда не видать. Тем более, когда
против нас такая умная, хитрая система, как ФСБ, КГБ действует, которая знает все болевые места, знает, куда давить, знает, как нанять, знает слабости, ну и вообще человеческую психологию хорошо понимает, знает, что делать. Это очень хитрая система на самом деле. Она вот на этом, как говорится, собаку съел. Ну, представьте, сколько народов, да, таких непростых народов-то, вражки, да, оккупированных. И каждому она знает подход, знает, где силой давить, где подкупить, где что, где запугать. Это не просто так все. Такие вот дела. Поэтому, да, какие-то, как бы сказать, выходы на международные организации, скорее всего, они уже закрыты для простых бурятов, которые захотят чем-то заниматься. Ну, там вот, что ПАСЕ, что ли, еще что-то. Свои уже как бы заняли хорошие русские, хорошие буряты, да. Чтобы получить какой-то грант, ты должен прийти на поклон к той же Арно, допустим, или Гармажаповой и сказать, вот, ну, типа, дайте денег, буду делать то, что вы там скажете. Вот как-то так. То есть, видите, они все такие места. Ну, опять же, понимаете, кто ищет, тот найдет. Надо пытаться все равно что-то делать. Но, опять же, понимаете, когда кто-то все это организует хорошо, делает, да, всю эту инфраструктуру создает, это же целый, ну, на самом деле, согласитесь, бюрократический целый аппарат. Вот тот же Хомутаев, он же, ну, не сам существовал, знаете, вот где-то ходил, там картошку торговал, да, на рынке. Он же в комнате просто зарплату получал за то, что работал. Ну, вот этим спойлером, понимаете? Это очень, на самом деле, тяжело, вот, просто являясь, как бы сказать, каким-то активистом, взаимодействовать с бюрократическими аппаратами других государств. Вы представляете, как? При этом ты должен... Их же еще заранее готовят, вот этих вот спойлеров. Ты в своем государстве, да, попробуй там вот это вот куда-то там пробейся, да. Это тоже целая история, по сути. А тут еще другие государства. Вот как-то так. Тем более у них такая точка зрения, да, существует, что Рашка не должна развалиться. Опять же, почему она существует? Потому что она очень хорошо транслируется теми же хорошими русскими, которые влазят да, в эти парламенты и так далее, подкупают чиновников и лоббируют свои интересы. Понимаете, вот мы, простой народ, ну, нам это очень сложно все делать. Мы единственное, да, вот сейчас наше единственное, как бы сказать, плюс только в том, что интернет появился. Понимаете, вот в 90-е у меня не было бы шансов никаких достучаться. Кто бы меня опубликовал? Меня бы что, пустили бы на телевидении? Меня бы кто-нибудь опубликовал бы в газете? Мне пришлось бы какой-то самиздат там делать. Ну, это было бы вообще очень тяжело. Поэтому и блокируют интернет, там, вот это VPN, все такое. И плюс еще, ну, чтобы там какие-то слухи распускают, что-то такое. Ну, и все для того, чтобы не было охвата, чтобы люди не знали информацию, не доходило до них. Как-то так. Ну, опять же, понимаете, все равно в любом случае все будет зависеть только от нашего народа. Смогут ли наши люди преодолеть вот это вот предрассудки, связанные там с какими-то родовыми принадлежностями и так далее. Понимаете, это вот, ну, у Чингисхана этого вообще не было, да, то, что вот только мой род и все, да. Но он прекрасно понимал, что от там рода или еще чего-то не зависит это все. Это всегда от человека самого зависит. Но, видите, для системы это очень выгодно. В общем-то, она так и держится, эта путинская власть. За счет того, что они свои кланы, своих людей продвигают, и тех, которые были в свое время силовиками, связаны со структурой и так далее. Но, видите, из-за чего она и проигрывает, эта контора? Потому что они со своей собственной идеологией, что вот якобы там Запад против них и так далее. И они, понимаете, это же силовики, у них никакой позитивной картины мира-то и нету, что надо развиваться, что-то делать. Они получить-то все получили, что хотели, яхты, деньги, пароходы, но сама их философия, картина мира не изменилась. У них, видите, вот это вот
захватническая оккупационная такая вот идеология, да, что надо все захватить, поработить, Украину завоевать, Казахстан завоевать, страны Балтии завоевать, Запад разрушить. Это целые огромные средства, которые могли бы пойти в мирное какое-то хорошее русло, и при этом они все время занимаются вот этой вот дезинформацией, фейками всякими. То есть вот людей, таких как я, приговоры штампуют, да, что там якобы фейки какие-то распространяют. Но на самом деле они сами фейки распространяют. Потому что, понимаете, они свои собственные проблемы сублимируют на других людей. То есть они сами, являясь фашистами, называют украинцев фашистами. Так же, как и чеченцев в свое время боевиками называли. Ну, то есть это вот такая вот история. И теперь вы, наверное, понимаете, что вот тот же самый Хомутаев, он, получается, себя в грудь стучит, и его родственники, и его земляки. А на самом-то деле он никакого права не имеет. Понимаете, вот в чем его самое главное лицемерие? Ладно, хрен с ним, он был спойлером, он там воровал, да, бюджет и так далее. Ну и работал на систему. Но при этом называет бурятов, да, и Бурятию бессловесной рабской какой-то там, как он там у него название статьи есть, бессловесные рабы типа империи. Ну ни хрена себе, извини меня, ты конкретно работал на эту систему, получал от нее деньги, был спойлером, сливал все бурятское национальное движение, слил Усть-Ордынский округ, Абау, и после этого еще и являешься тройболистом до сих пор, да, тройболизм этот продвигает, и после этого ты еще имеешь наглость говорить про то, что вот якобы буряты бессловесные рабы. Погодите-ка, ты конкретно занимался вот этим вот сливом всех этих движений, был спойлером, и после этого так говоришь. Это просто верх лицемерия, лжи. Человек, который в 90-е как сыр в масле катался, получал деньги. И поэтому он свои книги-то бесплатно не продает, там, не отдает. И поэтому он и не занимался все эти 20 лет никаким движением национальным. Даже блог не вел никакой просветительский. Потому что он привык к какой психологии, философии? То, что он за это должен получать деньги. Понимаете, у него никогда не было никакого искреннего там желания. Ну, что он целых 20 лет жил, с какого года он там уехал в США? И ни хрена не занимался никакой деятельностью, не создал вокруг себя никакой кружок, никакое объединение, ничего не делал. А потому что он не получал больше деньги ниоткуда. С Комнацию он бабки получал, с этого, как ее там, этот Бурятский научный центр, он деньги получал, в США уехал, ну, стал там работать где-то, не знаю. И все как бы. На этом его деятельность и кончилась. Просто у него такая философия мышления, понимаете, что он бесплатно ничего делать не должен. Это же чисто ментовская тоже, чисто чиновничья логика. Че я типа буду что-то делать бесплатно, когда мне должны за это платить? Такие вот дела. Так что, ну, что я могу сказать? Возможностей для обретения независимости на самом деле очень мало. Да, они, безусловно, дадут какую-то возможность, но опять же, они поставят своих спойлеров. Они уже как бы есть эти спойлеры, все готово на самом деле. И есть, конечно, такое, знаете, очень большое с натяжкой обобщение, сразу так скажу, но оказывается что-то вроде Free Russia, Free Якутии, ну, имеется в виду Free Russia, и есть вот там Free Бурятия, Free Якутия и так далее, да. 100 лет назад, оказывается, тоже было. То есть вот был Бурнацком, был Якутск нарком и так далее, да, и был центральный аппарат, это был Центр-Сибирь. То есть, понимаете, если так аналогию провести, ну да, с большой натяжкой и так далее, но все равно. Это как бы схемы все время повторяются. Ну, с тем же Хомутаевым то же самое, получается, и был. Он до сих пор как бы активный деятель всех этих вещей. Такие дела. Поэтому, зная это, я не знаю, будет ли наш народ пользоваться этой информацией, найдет ли в себе силы для решительных каких-то действий. Это вопрос уже не ко мне конкретно, а к самим людям. То есть, понимаете, люди сами должны захотеть и что-то делать, но обладая информацией. Ну вот, моя роль в этом только, наверное, да. Я иногда тоже думаю, нахрена мне вообще все это надо-то, по идее. Но просто
как-то меня задевает, понимаете, когда человек, являясь, по сути, спойлером, да, еще смеет вот так вот называть бурятов рабами, когда сам не давал никому, понимаете, они там засели, да, в этом, как в конгрессе своем, и никому не давали возможности. Еще после этого Хори ругает, вот Хори не приходили туда к нему. Погодите-ка, вы сами там засели, да, отчитывались перед... Ну, это, понимаете, даже если бы он был просто, вот, как бы сказать, не сотрудник, но это в его должностные обязанности просто входило согласование вот этих всех книжек, которые они там выпускали, что-то делать. То есть он канализировал всю протестную активность бурятов в таком, как сказать, в мирном русле по логике ФСБ. То есть это вот как сейчас, они же, видите, вот на войну берут и хитрую повестку меняют, да. Наши, конечно, не согласны с войной, буряты, там, женщины, бабушки и так далее. Они начинают там, вот, надо своих поддержать, давайте там какие-нибудь эти, плетите какие-нибудь, как там, маскхалаты, что-то, какие-то сетки, короче, ну, такой всякой херней занимайтесь, типа, надо своих поддержать, все такое. Ну, и тогда то же самое, вот, якобы какие-то острые книжки выпускали, что-то делали там. Ну, это, по сути, канализация была. На самом-то деле, что надо было делать? Создавать действительно настоящее бурятское национальное движение и власть требовать, а не просто, понимаете, ну, что там, верните бурят, Монголию, там, название, еще что. Ну, это тоже все равно в КГБ, я думаю, было все согласовано, разрешено. То есть... Ну, если он там зарплату получал, понимаете, если работал в Комнате, Комитете по национальным отношениям. Структура, которая, ну, она, если любое бюджетное учреждение подчиняется органам, контролирующим, в конце концов, службе безопасности, ну, как Комнац не может быть? Ну, не смешите меня просто. Всегда такие вещи строго контролировались КГБ, ФСБ. Я как человек, который сам работал в бюджетной организации, но я-то, понимаете, работал как рядовой член этой организации, да, получается, этой, ну да, бюджетной организации. Я же не представлялся там, что я вот якобы лидер бурятского национального движения и так далее, да, ну, не был спойлером. Это как вот ты работаешь как врач какой-нибудь там или учитель, да, вот что-то такое. Тебя не ставят же во главу вот этой вот организации. А такого человека, понимаете, с улицы не могли его взять. Конечно, в этом плане он прожил относительно других людей очень обеспеченную жизнь, был чиновником. В 90-е годы получал хорошую зарплату, хорошо продержался. С точки зрения его родственников, его родни, конечно, они рады за него, да. Ну и сами тоже получили что-то от этого. И, наверное, мне кажется, у них, знаете, у этих спойлеров такая психология. Типа, вот из всей массы, типа, вот мы смогли пробиться, да, залезть туда на какие-то хорошие места. Ну, вот мы, типа, молодцы, и все. А то, что там надо быть, притворяться каким-то спойлером или еще что-то, ну, их это особо не касается. У них другое мышление. Ну, это обычная житейская логика. Многие, может быть, и поймут ее, и скажут, да, действительно, вот молодец какой, залез туда, прорвался. Но называть себя лидером национального бурятского движения, ну, это уже перебор, понимаете. Ну, просто был спойлером и все. Просто был контролируемым чиновником на хорошей зарплате. Ему оплачивали, потому что он работал в этой сфере. Вот как-то так. В России силовики, военные власти противопоказаны. Ну, как сказать-то? Как они могут быть противопоказаны, если вся власть в их руках всегда находилась и находится? Это что за вот какие-то сумасшедшие с Советским Союзом своим? Кстати, молодец Алиев, который говорит о том, что Совок это была оккупация, и сколько
природных ресурсов было ограблено, вывезено, украдено из Азербайджана. Ну, большой молодец, что он эту тему продвигает, говорит. Если не в России, то в Китае, значит, выбора нет у малых народов. Это, видите, тоже удобная методичка для ФСБ. Понимаете, это всем так говорили. И Украине, и Грузии, и всем другим. Вот, ничего у вас не получится. Ну, это методичка ФСБ просто, да и все. Только русские, говорит, наши рода объединили. Никто никого не объединял. Русские, наоборот, всегда разъединяли. Сейчас другой период. Япония за счет рода общинного строя успешно встала на ноги и нагнула мир. Но сейчас-то вряд ли у них такое есть. Грабит всех подряд, не только нацнароды. Но у русских грабить нечего, у них своей территории-то нету. Ну не смешите меня, вот там какая-нибудь, не знаю, Самара, ну не Самара, не знаю, какой-нибудь там Волгоград или какой-нибудь там Рязань и, допустим, Саха-Якутия республика. Как можно сравнивать? Это организация, организованная правительством специально, чтобы контролировать национальность. Нет, Комнац, я думаю, это не правительственная организация, это как раз, скорее всего, это настолько острая тема, что, скорее всего, это напрямую подчинялось ФСБ и КГБ. То есть, понимаете, Комнац, Комитет по делам национальности, ну, сами даже подумайте, это настолько острая структура, я говорю, что она напрямую там по-любому, ну, скорее всего, он и был агентом КГБ, Хомутаев. Либо, ну, не кадровым, конечно, а, ну, понимаете, чтобы в такую организацию попасть, сами понимаете, чтобы она хорошо спонсировалась, чтобы в такую организацию попасть, это, ну, это какие связи надо иметь, какую родню надо иметь, какой блат надо иметь, понимаете, это просто людей с улицы в такую организацию не пустят. Вы сейчас попробуйте в правительство какой-нибудь республики залезть, в Комнац тот же самый, попробуйте зайти, что вас назначили там, что вам там зарплату платили, чтобы вы за бюджетный счет, получается, публиковали книги. А книги вы из Комнаца, понимаете, какой контроль там, когда ФСБшники все проверяют, смотрят. Там ни одной буквы не могло быть не согласованной с ФСБ. Ну, вы сами подумайте, государство, ФСБ за свой счет публикует книги, ваши труды, и оно, что думаете, не будет спрашивать, что вы там, что вы там пишете? Конечно, космополитизм. Какая Россия? Только сейчас независим Бурятия. Другой момент, что перед бурятами, ну, большой вопрос встает. Вот вопрос с вот этими вот родовыми этими вещами всеми. Ну, можно, окей, можно, да. Я просто не представляю, как сейчас это в теории даже будет. Вот я могу, вот, допустим, быть представителем там Хори, да, одного из родов из 11. Ну, не, конечно, там как старейшина какой-то, а, ну, как член получается, потому что я ни по возрасту, ни по достижениям как бы не подхожу, да, на какого-то там такого авторитетного лидера, деятеля. Но я не знаю, нам сейчас она будет жизнеспособна такая структура или нет. И мне кажется, это как-то нереалистично все это создать, это как бы какое-то искусственное будет. Может быть и можно, я не знаю даже, но насколько это вот действительно интересно будет и хорошо реализуемо, легко, и для меня это большой вопрос, понимаете. Мне кажется, нам нужно создать Соулан, на этом Соулане наконец-то вообще вот этот вопрос тоже поднять насчет того, что ну хватит нам, вот нам надо как монголы, понимаете. Да, там халхи доминируют, но тем не менее они все равно, вот все мы монголы и так далее, да, то есть вот не допускает вот это вот. Ну, наверное, внутри все равно есть, конечно, какие-то такие темы, но все равно. Нам тоже надо, вот, буряты и все. Ну, время сколько прошло с тех времен, с этого 17 века, 300 лет уже прошло.
почти 400. Мы так и будем дальше, что ли, с вот этой темой жить, которую специально нам и внушали, получается, русские оккупанты. Сталин на вас нет. Сталина. Эти все своих мучителей, тиранов своих любят. Я не знаю, что за народ такой. Сталин бы появился, вот этот вот, кто пишет комментарии, в скором времени, наверное, писал бы это. Произошла чудовищная ошибка, да? Когда его на расстрел повели бы. Я не знаю. С русским народом вообще проблема в том, что у многих вообще крыша едет по поводу вот этих всех всяких теорий заговора, да, что там все против них объединились, что-то еще там. У них вообще всякие теории заговора, это настолько у них что-то, вот, я не знаю, тоже без вот такого вот, видимо, железной диктатуры уже не жизнеспособный народ, мне кажется. Уже не, понимаете, уже вообще ни на что не способны стали. Не создавать никакую технику, ни машины выпускать. Абсолютно уже какой-то отсталый народ. Ну, к сожалению, мы вот, ну, как бы тоже от них сильно далеко не уходим, получается, если вот так называемый лидер национального движения на самом деле какой-то глухой националист, получается, да. Еще причем, знаете, ну, это как-то даже смешно, что он националист своей деревни, получается, своего рода, вот как бы вот там. Ну, это вообще, и так подумать, такой бред вообще. Блин, такой старый уже стал и такую ахинею несет. Блин, капец просто. И вот они со своей вот этой вот херней так и живут, понимаете, вот мы только вот свой род. Ну, конечно, это в какой-то мере действительно, понимаете, они все объединяются всей своей семьей, и где, как сказать, взятками, где еще что-то, где там блатом продвигают своих людей, и потом этим пользуются и так живут. Ну, вот так вот, как бы, вот так и живем. Мне кажется, ну, я уверен на самом деле в том, что надо эту херню пресекать уже просто. Надо, чтобы на должности занимали люди действительно с квалификацией и пониманием, и чтобы служили не своей там семье, да, как вот этот Хомутаев, своей деревне, а служили всему бурятскому народу. Понимаете, вот наша проблема в этом всем. Это надо вот реально обсуждать, надо разговаривать про это, пресекать всю эту херню, какие-то социальные ролики делать. Сколько можно жить в этом? Такие вот дела. Ну, а с русскими это вообще, честно говоря, целая проблема. У них столько, понимаете, оказывается, многие до сих пор едут в Крым, там как бы очередь, оказывается, с двух сторон. Ой, блин, думаешь, что с этими людьми вообще не так? Все уже, ну, нормальные, адекватные люди понимают, что там как бы ловить нечего в Крыму, да, что надо оттуда выбираться, там уже скоро гуманитарная катастрофа будет. Нет, многие туда едут. Ну, чего говорить. Вместо того, чтобы как-то проблемы решать своего государства, они стараются их просто не замечать. То, что там с бензином, с интернетом. Вообще война идет вообще-то геноцидная. Своих, получается, как бы сказать, ближайших соседей, родственников они уничтожают, расстреливают, и при этом ничего не хотят замечать. Ну, понимаете, это как жить с опухолью мозга, да, или там, не знаю, пороком сердца и думать, что, как сказать, что-то происходит с организмом, да, там обморок происходит или еще что-то, и делать вид, что да не, нормально все, это вот, это какой-то там американец Джон виноват, да, он что-то там, что-то делает. То есть нет, чтобы сходить, и тебе, главное, со стороны все уже говорят, слушай, у тебя там, как сказать, тебе надо обследование пройти, тебе вообще подлечиться бы надо. А вместо этого, ну вот представим, что этот пациент, это рашка, да, ходит и, ну это еще, знаете, просто шизофрения.
давайте будем честными. Эта страна сошла с ума просто. И она, как бы сказать, у нее только два состояния получается. Какая-то немножко ремиссия, да, когда вот доходит до них что-то немножко, и то очень тяжело. И потом опять тяжелый провал в какой-то вот в это, бред в их, да, где они там верят, что их все хотят захватить, что там всякие рюрики. Ну, вот этот вот бред, который они несут. Понимаете, Путин это же просто отражение русского народа. Это он не с Луны свалился. Он говорит то, что десяткам миллионов русских очень нравится, то, что они поддерживают, что они считают правильным. Ну, это действительно так. И понимаете, вот люди с этой сумасшедшей психологией, философией, они же убеждены, что они верят, что это по-настоящему, что вот совок там кто-то развалил, что все против них, что все хотят их завоевать, что-то, ну там, понимаете, у них вот это оправдание до многого доходит. Я вот недавно какой-то ролик смотрел про японцев, да, там один какой-то русский шовинист дописался до того, что пишет, что на самом деле японцы ездили в Рашку и подсмотрели за кем-то, и типа вот они копируют Рашку, поэтому они так все хорошо делают. Я думаю, ё-моё. Или когда они пишут про какую-нибудь сцену, да, в кино, допустим, с Ди Каприо, и они пишут, эта сцена так хорошо смотрится, потому что ее озвучил Бурунов, потому что русские озвучили. Понимаете, они уже даже просто сами не могут что-то создать, сделать, но надо как-то примазаться к чужому. И они уже вот сцена хорошо смотрится, потому что русский переводчик хорошо перевел. И понимаете, с этими людьми ну, невозможно просто спорить. Они будут стоять на своем. Знаете, и почему-то они не считают, что это со стороны, когда ты это читаешь, что это будет очень смешно, да, ну просто, я когда читаю это, я всегда просто ржу просто с этого, мне даже нечего написать. Я даже не знаю, и понимаете, там много лайков на вот эти комментарии. Я даже, знаете, вот я не могу представить, что у человека творится в голове, когда он такое пишет. Это что, невозможно смириться с тем, что ну, американцы умеют хорошо снимать кино. Ну, надо просто это признать. Японцы, немцы хорошо делают машины. Ну, корейцы сейчас тоже, да. Вообще-то мне вот определенные модели их сейчас, вот, ну, я так маленько поизучил, не очень нравятся по их состоянию. Японские все-таки лучше по качеству тех лет. Нынешние я не знаю как. Ну, корейцы тоже, да, сейчас очень хорошие делают. Ну, по части электроники, да, там, тех же смартфонов, они, да, сейчас превосходят, конечно, Японию, потому что вот Sony, ну, он флагман не стрельнул, да. Но, тем не менее, стоит признать, что вот есть народы, которые благодаря своей труду, умению добились чего-то и умеют что-то делать. Но понимаете, вот почему-то у русского народа вот этого нету, понимания этого, да. Надо куда-то себя обязательно притиснуть там, да. Фильм хорош, потому что его перевел русский переводчик. Ай, блин. Японцы взяли свои принципы у русских, потому что, ну, понимаете, это настолько бредово все звучит и смешно, но они почему-то это не считают, что это смешно. Ой, не знаю. И понимаете, вот как вот эти люди будут потом строить, как-то восстанавливать страну с таким подходом? Понимаете, они же даже не могут признать, что вот эти НПЗ, которые взорваны, да, там нету никаких отечественных запчастей российских. Там все импорт, либо Китай, либо там, ну, импортные, короче. Как они без... просто понимаете, это просто... Все очень плохо с сознанием этих людей, с объективным отражением картины мира, такой, какой она на самом деле является, а не той, какой они себе ее фантазируют. В их картине мира они побеждают, у них никаких проблем нет, все идет хорошо. Ну вот они действительно вот, верят, что там Путин говорит им по телеку. Я надеюсь, наши буряты вот, не настолько все-таки отравлены вот этим всем, что
не будут покупаться на этих, как их там, троллей, этих, как их, спойлеров, как хомутаев и так далее. Как-то так. Тут еще евреев обсуждают. Ну, тут опять всеобщий заговор против русских. Блин, ладно, бесполезно это. Это, понимаете, не знаю, стоит ли это рассказывать или нет. Но, короче, давайте я не буду без подробностей, но одну вещь расскажу вам. Есть люди, у которых прогрессирующая шизофрения, понимаете? И рано или поздно они до поры до времени общество, ну, как бы сказать, не, ну, понимает все, но ничего не делает с этим. Ну, потому что, во-первых, правила такие, если человек не приносит вреда окружающим и самому себе, то его как бы не трогают, да? Ну, то есть нет, должен же кто-то написать какое-то заявление на госпитализацию. Такая мировая практика получается. Но это со странами тоже происходит. Понимаете, у Рашки глубокая шизофрения на самом деле. Они придумывают то, чего нет. И наделяют те явления, события каким-то вымышленным смыслом, которого нету в реальности. И людям, которые пытаются им доказать, они не верят, и они думают, что те соучастники этого, как бы сказать, преступления, которое только в их голове существует. Понимаете, они уже не могут объективно оценивать, вот, ну, что по-настоящему происходит. Ну, то есть они могут, как бы сказать, шизофреники же не все, они могут нормально, опрятно выглядеть, даже работать в какой-то сфере. Но при этом, ну, я просто вот сейчас посмотрел одного типа, он живет в аэропорту, ему кажется, что все кругом вокруг него ополчились против него. И там одно небольшого села, как будто бы чиновники, его преследуют, они наняли этот руководство аэропорта этого, да, против него, полицию подкупили, потом уборщицы ходят, якобы, когда он спит, они его специально будят, потом какие-то прохожие, которые приходят просто, ну, это как бы аэропорт же, специально громко разговаривают по телефону, тоже его будет. Понимаете, вот Рашка это то же самое. Понимаете, людям кажется, что все вокруг них, все страны якобы против них что-то замышляют. Я говорю, это шизофрения, просто шизофрения. И они, понимаете, сами уже превентивные какие-то эти начинают придумывать. Вот там бомбили Донбасс, да, там или еще что-то. Все их притесняют, НАТО объединяется, НАТО вообще ничего не делал. И нам надо на всех нападать, что-то делать. И сами себе доказывают, понимаете, это маниакальный бред преследования в голове у них. И когда им пытаешься сказать, они тебе, наоборот, не верят, и они думают, что ты вот продался Западу, да, кому, этому Ротшильду, Соросу, да, там, евреям, еще кому-то, да, ну вот это реально бред, просто бред преследования. Но это кончится чем? Это кончится смирительной рубашкой и палатой, где будут давать препараты, понимаете? Вот этим кончится. И в конце концов, причем они, знаете, что будет? Они придут к выводу, что так оно как бы и было, да, то есть, типа, вот они, ну, думали, что это, как бы сказать, действительно правда, да, что их все преследуют. И когда их, вот, как бы сказать, начнут приводить в чувство, они тогда скажут, ага, вот мы же говорили. Ребята, это реально шизофрения. У Рашки просто... Я думаю, как, вот эта вот организация, видимо, КГБ и так далее, там, видимо, идеология, я не знаю, как она так разработалась, но у них повальная шизофрения, понимаете? И у этого Путина тоже шизофрения. И он вот эту шизофрению свою через телевидение, через идеологию, да и в Советском Союзе, они транслировали до такой степени, что целый народ стал в это верить. Это, понимаете? Даже есть нормальные, вроде бы, адекватные люди, но все равно они
Даже здесь, в Корее, живут, и они говорят, вот, что-то там Запад, США замышляет. А, Да. Как страшно жить, да, как это Литвинова говорила. Понимаете, когда страна, у которой есть ядерное оружие, сошла с ума просто. Ну, страна шизофреник. И, как сказать, ну, пока, понимаете, у нее есть какие-то тормоза еще, да, то есть что-то есть такое сдерживающее ее, что не позволяет нанести удар этот. Но, понимаете, шиза-то продолжает прогрессировать. Вот что печально. И рано или поздно, если ее не остановить, не, как бы, не купировать этот приступ острый, да, психоз этот, то, ну, может трагедия произойти, понимаете? И причем они, мне кажется, так они ничего и не поймут. Они будут думать, вот, а мы же были правы в конце концов. Печально, конечно. Вот такова наша жизнь. РФ-магазин «Пятерочка» на территории РСФСР. Путин уже вывез ворованное богатство, золото, бриллианты на яхте в кипрские офшорные банки. Для этого использовал российский флот и авиацию в личных корыстных целях. Он подготовился к бегству. Ну, ему разве что, если менять внешность, может быть, как-то спасется. Вообще, я думаю, на самом деле, судя по... Я, знаете, как-то такую слышал одну тему, что недиагностированных сумасшедших в разы больше, на самом деле. Наверное, это так оно и есть. Они до конца терпят, а потом страну рушат, терпило, и могли на корне проблемы решать, и не до последнего тянут. Но я говорю, это шизофрения просто. Это массовый психоз, массовая шизофрения. Они верят в то, чего нет на самом деле. Причем многие даже сами же ездят в Европу там или еще что-то. В Куршавель ездят, да, вот помните эти видео? Включают там эту матушку Россиюшку или как там песня-то. И, ну, я не знаю, ты приехал туда по собственной воле, заплатил деньги. Нахрена ты вот это вот... Что ты хочешь там доказать? Это же не европейцы приезжают к тебе и включают там, не знаю, что-то, какие-то песни свои. Ну, зачем вот это вообще надо? В Куршавеле тем более. Сейчас как бензин кончается, люди начали прозревать. Да никто ничего не прозревает. Отравлены мы все, буреты такие же, как все боятся маленького плешивого человека. Нет, это не так на самом деле, я не верю в это. Если... Видите, в чем проблема? Вот эта система КГБ, да, она так выстроена, что тебе никогда не дают сделать никакой самостоятельный шаг. То есть это, понимаете, это как будто бы какого-то ребенка воспитывают, и это настолько какая-то сильная гиперопека, и тебе никогда не дают никакого права выбора. То есть за тебя всегда все решают. Даже вот эта якобы оппозиция, это тоже все спойлеры. Это все заранее продумано. И они все хорошо получают хорошие, ну, получают эти инструкции, как действовать. И на хорошем окладе все они сидят. Вот такие вот дела. Поэтому, с одной стороны, это, понимаете, это суперинфантильное общество, шизофреническое и суперинфантильное, у которого нету никакого выбора. И, ну, рано или поздно все-таки это кончится, как и Советский Союз. И опять упадут голые задницы прямо в лужу и будут просить у кого Трампа или у следующего президента этим, как тогда ножки Буша просили, ножки Трампа будут просить или не знаю что. Будет ли сейчас Запад опять спасать Рашку? Я не понимаю. Тогда спасали, тогда давали гуманитарку. Но опять же, наши коррупционные чиновники умудрялись ее продавать, которую, оказывается, бесплатно давали. А мы ее за деньги получали, покупали. Ой, в этом вся Рашка, понимаете. Другие страны дают людям
бесплатную гуманитарную помощь, а эти чиновники еще успевают ее продавать. Понимаете, они из чего исходят? Нельзя просто так ничего человеку давать бесплатно или еще что-то. Ну, это я говорю, это шизофрения. Это просто систему надо полностью под корень всю уничтожить, на самом деле. А, В Рашке это непонятно, да? Но в наших-то республиках это 100% надо сделать. Ну, нельзя так в таком античеловеческом обществе жить, где человек человеку враг. Вот, дерутся там на заправках из-за бензина, из-за этого несчастного. Даже не понимают, что проблема-то не в том, что между ними проблема, да, а проблема в том, что они начали войну, поддержали ее, и из-за этого теперь расплачиваются. Но они этого никак не могут сделать вывод. Ну, вместо этого они верят в бред какой-то шизофренический, шизоидный. Шизофрения у людей. Кончится все. Это же, видите, прогрессируемая шизофрения у них. Это не какой-то отдельная вспышка вот этого, как сказать, шизы этой. Плюс они еще подкрепляют своей пропагандой, своими фильмами снимают про эту Вторую мировую, так называемую ВОВ, да, сколько они фильмов сняли. И сами же верят в это, что они победили без Запада, без ничего. Хотя сами были фашистами, они даже этого слушать не хотят, то, что на Польшу нападали. Ну да, Польша тоже там в свое время. Там, понимаете, не было такого, что была какая-то одна хорошая сторона, и, как сказать, ну, в войнах вообще такого не бывает, понимаете. Ну, единственное исключение, это когда действительно тебя напали, и ты обороняешься. Ну, Саок-то он агрессивно был агрессором, на Польшу нападал, на Финляндию, страны Балтии оккупировал. Туву ту же самую оккупировал. Потому что она до войны-то не входила в состав Совка. Ну да, конечно, они были, как бы сказать, все равно под влиянием Совка, но тем не менее. Занаху тут. На сегодня все. В вашей республике с нами в одной комнате. Но это ненадолго, я надеюсь, что быстро-быстро мы избавимся от русского мира. Занаху тут. Русского мира не в смысле там, где русские живут, а вот этой вот фашистской идеологии, шизофренической. Занаху тут. Байрла, комментарий, будешь ты лайки, ты